часть своего рабочего времени уделяет представительским функциям. Мы глубоко убеждены в том, что невозможно продвинуться в решении многих существующих проблем в стране, не сняв клеветнические ярлыки, в целом недоверие к части абхазского общества, которое насаждалось методично и исключительно в узкокорыстных целях. Дальнейшее молчание Бадры Гумба в этом тонком вопросе мы будем расценивать как осознанное замалчивание политики дискредитации абхазского народа перед нашим союзником, что напрямую представляет угрозу безопасности общества и государства, и прямая конституционная обязанность главы государства снять эту угрозу, отвести этот дамоклов меч. А парламент призван дать объективную оценку антигосударственной, антинародной подрывной деятельности Джами. Подводя итог сказанному, еще раз хочу выделить следующее. Первое. На политическом наследии, оставленном Джане после себя, нет будущего у Абхазии. Второе. Антироссийских сил в Абхазии не было, нет и быть не может. И подобные предположения противоречат историческому опыту, научным оценкам абхазо-российского сотрудничества на протяжении длительного периода. Третье. Преступная деятельность в Джане по умышленному противопоставлению абхазского общества, внедрению в нашу политическую систему полицейских методов управления государством, преследования неугодных граждан. Все это должно стать предметом тщательного расследования со стороны специальной комиссии, которую я выступаю. Четвертое. Президент Бадра Гумба безотлагательно должен публично отмежеваться от этого антинародного наследия, продолжающего расшатывать нашу страну. Пятое. Необходимо сохранить исторически выстраданное право народа Абхазии на свободу слова, закрепленное в основном законе Конституции Республики Абхазия. Следует восстановить регулярные передачи на ГТРК с участием представителей различных политических сил. Шестое. Мы считаем необходимым создать постоянную рабочую группу, которая будет помогать заниматься выработкой и проведением реформ на регулярной основе. В группу должны войти представители всех слоев общества, научной, творческой интеллигенции, а также различных политических кругов. Только так мы сможем обеспечить действительно всеобъемлющий и справедливый подход к будущему нашей страны. Седьмое. Негативные последствия новых экономических подходов уже на себе ощутили граждане, занятые в сфере туризма, ательеры, владельцы частного сектора, экскурсоводы и представители малого бизнеса. На фоне агрессивного проникновения в Абхазию крупных компаний в туристическую отрасль наблюдается вытеснение локальных национальных игроков, что нарушает баланс и подрывает устойчивость внутреннего рынка. Подобная ситуация складывается и на топливном рынке, где усилилось давление на независимых национальных операторов. Это еще мягко сказано, их практически разорили. Мы с вами видим, сколько уже заправок закрылись. Возникает вопрос, а кто следующий? Кто занимается продуктами, кто занимается лекарством, кто занимается транспортом, связью? И отдельно не могу не сказать. Закон о кадастре недвижимости в нынешнем виде способен породить системный кризис и вызвать волны протеста и социальный взрыв. Я никого не пугаю, но сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания законодательного собрания. Вопрос земли самый главный, и власть
несет прямую ответственность за это хуже, чем апартаменты будет. И мы настаиваем на объявлении временного моратория по сделкам до урегулирования конфликта. Делая анализ текущей ситуации, в основном мы ограничились на стратегически важном для нас вопросе взаимодействия с Российской Федерацией, так как от этого зависит вопрос безопасности Абхазии и ее дальнейшего поступательного становления. Мы намеренно не стали затрагивать другие острые проблемы в обществе, такие как ситуация на дорогах, криминогенная обстановка, наркомания, коррупция, бешеный рост на тарифы, демография, репатриация, которая стала заложником политических игр, а репатриация стала бзе яши и нукнамца, арапельш дарадзе артичкисты. Там социальные, экономические вопросы, сохранение и развитие села. Ключевым по-прежнему остается вопрос сохранения абхазского языка, реформа школьной и в целом образовательной системы и других жизненно важных вопросов, требующих безотлагательного системного решения. И в том числе стоит в этом ряду вопрос так называемого материнского капитала. В государстве, где нет реальной оппозиции, свободных СМИ, власть рискует остаться без объективной оценки правильности своих решений и действий, что в свою очередь зачастую приводит к социальным потрясениям, что крайне опасно для страны в современной международной обстановке.